Да, это около деревни Нырья, Верхний Кузьмец. Как раз в то время только-только прилетели скворцы. Весна, как раз весной проводится этот праздник, да? Да, этот был, по-моему, 18 апреля в этом году. Ну, сейчас вот Акашка приурачивается к Пасхе. Трудно сказать, как раньше, какой была дата проведения Акашки раньше. Но, очевидно, это было связано с началом сельскохозяйственных работ, со временем, когда земля освобождается от снега и заканчивает. И уже можно действительно выносить плуг, судя даже по простому названию хотя бы праздника. Ну вот типичные дома. В данном случае старый дом, перед этим показывались новые. Ну, они, как видите, мало отличаются от того, что можно видеть в нашей, так сказать, материковой Удмуртии. Ирина Муртазовна, вы, я думаю, продолжите рассказ об удмуртах. Да, вот, пожалуй, И, может быть, даже задеть вот и материальную культуру, даже, может быть, одежду. Как вы видите, мы видим вот здесь икону. В данном случае мы имеем дело с домом, где живут удмурты крещеные. Они себя делят на крещенных и язычников. Но вот в данном случае это дом крещенных удмуртов. И вот, видите, устроена пасхальная даже елочка по, так сказать, совершенно, ну, опять же, европейскому образцу. В другом же случае мы можем видеть отсутствие икон в доме, вот как здесь. То есть красный угол оформлен, но икон там нет. По-видимому, в данном случае мы имеем языческий дом. Нет, ну это один и тот же дом. Или Просто продолжение стены и там украшения. Ну, это в деревне Нырья, там раньше была церковь, и поэтому полностью вся деревня крещенная. Даже по фамилии можно сказать Васильев, Степанов и так далее. Это уже деревня Виль-Комиссар, Новый Комиссар. Оператор показывает то место, сейчас мы посмотрим, Мудор-Куала, место моления, вот он поднимается по тропинке, как вот раньше поднимались по этой тропинке, и подходит к самому этому месту. Вот Куала, да? Нет, это старенькая банька. А вот сама Куала, то, что осталось от нее, вот этот вот столбик. А Куала не сохранилась, да? Нет, к сожалению, не сохранилось. Остался вот такой вот только столбик, и там камни посередине. К сожалению, вот на пленке не видно следы от этой изгороди. Так вот немножечко, по-моему, показывает. Вот, а вживую это было видно, что там когда-то было. То есть в этот день приходили и молились всей деревней. Но раньше Пасха праздновалась не один ведь день, и не два, и не три, а вплоть до недели это могло быть. И музыкальные особенности этого обряда помогают нам понять. Так. Ага, дальше будет обряд, который проводился в среду. Кушу или кушой называют. Это обряд, связанный с изгнанием злых духов, очищение. Обычно он проводится в разных деревнях по-разному. Вот в данном конкретном случае мы снимали в Нижнем Кузьмесе. Прямо в горнице хозяйка заносит сковородку с можжевеловыми ветками, заранее приготовленными, поджигает их. Сейчас, конечно, в настоящее время этот ритуал превратился в форму такой детской развлекательной игры. Но, тем не менее, когда мы были в тех краях, в каждом доме прыгали обязательно. В ту среду прыгали через огонь. Ну, тут вот как раз надо прокомментировать, что вот именно этот обряд мы и в лице этого обряда, точнее, мы как раз имеем вот тот самый общеевропейский практически обычай, ну, по крайней мере, общеславянский обычай, то есть распространенный во всех странах Восточной Европы, обычай, связанный с ночью на Великий Четверг. Ночь на Великий Четверг, со среды на четверг на пасхальной неделе, это ночь, когда особенно активно действуют все злые силы, и когда поэтому необходимо защититься от них, то есть, например, обложить дом теми же можжевеловыми ветками, обвести его железом. И одновременно это время, когда можно зажечь новый огонь и очиститься дымом того же самого можжевельника, с тем, чтобы дети, а во многих местах в это же время и скотина, и дом были здоровыми, счастливыми и жили счастливо. Этот обряд вот как раз пришел, по-видимому, откуда-то издалека. Хотя происхождение вот достаточно запутанное, точно сказать нельзя, откуда он происходит.
Но использование можжевельника вот в качестве очищающего такого средства, оно известно по всей... Огня, наверное, здесь надо добавить. Да, естественно, и огня, конечно же. Вот в данном случае мы видим уже другой вариант, это делается во дворе, Это и здесь трансформация можжевельник такая. заменен елкой, ну, в силу того, что рядом просто там можжевельник не растет в этой деревне. Ну, кстати, это и, в Ну, общем-то... очевидно, 3 раза надо пройти через Да, этот 3 раза огонь, нужно да? перешагнуть огонь, чтобы И очиститься. произнести особые слова. Вот хозяйка дома говорила в это время что-то. В принципе, замена можжевельника на елку естественная, потому что вот все вот эти хвойные деревья, и можжевельники, и многие другие, они являются как бы вот защищающими от злой силы, и отсюда же происходит наше обычай ставить елку на Новый год, допустим. Первоначально эта елка просто, опять-таки, служила берегом в это время. Но сейчас вот как раз это продолжение, так сказать, той же темы. Следующий день после ночи на Великий Четверг – это день поминовения умерших. И в данном случае мы видим просто изготовление еды, которая в это время употребляется. Вот особенно важный момент здесь, мы видим, как варят гуся. Гуся в этом районе Удмуртии специально забивали 2 гусей осенью, когда забивают всех гусей. 2 гусей специально забивали, одного для поминовения усопших, а другого для Дня Пасхи, для акашки специально. Гусь вообще является ритуальной пищей у удмуртов и многих финно-угров, как раз связанной с самыми большими праздниками, с моментом поклонения богам и предкам. Обряд Juonsa. Akasta juonta suovaan. Saptoistin. Käsi ja joi vai ja silzeno pononokoi. Sabariga я понокин. Мы вот как раз в данном случае мы видели обряд, вот сам обряд Тулыский Щитон, то есть поминовение в Великий Четверг, уже после вот этой ночи. После того, как пища для, значит, душ умерших приготовлена с молитвой, с поминовением их, она выносится на двор. А в данном случае мы видим прием, опять же, священного напитка. Очень важную роль в данном, опять, ритуале играет матица. Вообще, как бы, весьма знаменующая часть удмуртского дома. Гости не могут заходить за матицу в момент вот посещения дома во время поминок. Ну, а это уже традиционная трапеза, которой заканчивается, естественно, любой обряд поминовения усопших. Сейчас, очевидно, у нас будет субботний день обряда, да? Да, суббота перед самим днем Акашки, или с пасхальным воскресеньем, если говорить христианской терминологии. Обязательно перед любым большим праздником, языческим ли, христианским ли, если удмурты христианизированы, необходимо истопить баню и посетить ее, потому что человек должен встречать такие дни, будучи ритуально чистым. Вот происхождение, опять же, бани у народов Поволжья, да равно как и русской бани, и происхождение особенно вот этого обряда ритуального очищения в бане перед большими праздниками, перед жертвоприношениями, это дело тоже достаточно темное и скрытое в глубине веков. И вопрос, своя ли эта традиция, возникшая здесь, в Поволжье, спонтанно, или все-таки это влияние какой-то иной традиции. До некоторой степени вот стремление очиститься очистить тело, прежде всего, с помощью бани, перед ритуалами важнейшими, напоминает зороастрийскую традицию, когда жрец должен быть чистым, и даже просто огнепоклонник должен быть чистым перед молитвой, перед жертвоприношением и так далее. Не исключено, что мы здесь имеем такое древнее влияние. А здесь жительница деревни Нижний Кузьмец готовится к Пасхе, одевается. Посмотрите, традиционная одежда удмуртов Кукмурского района. Вообще, балтасинские удмурты, соседи наши, говорят про кукмурских удмуртов широкоподолые. И действительно, по сравнению с балтасинскими удмуртами, подол намного шире. Жалко, что я не обратила раньше внимания на
полоски, атласные полоски, ленточки должны были обязательно сшиты по правилам, то есть и по цветовым правилам, и по форме. Роза должна сочетаться с зеленью, фиолетовой с желтым. Верхняя полоска уже, вторая пошире. Это верхняя одежда. И сейчас нам покажут украшения. Очень богатые и роскошные украшения. Монеты серебряные. Мы даже видели сохранившиеся, все истертые с обеих сторон, где-то 17 даже 16 веков. Это украшения, то, что вот мы сейчас видим, чуртыгыш. Они тоже ведь отличаются, насколько я могу судить, от украшений удмуртов, которые проживают здесь. Естественно, да, это вот локальная местная традиция. И оно считалось таким приданым, что ли, девушке, передавалось по наследству. А сейчас готовится ритуальная пища для это воскресенье рано утром. Сейчас мы видим, как готовится чек-чигей. Видимо, это заимствовано от тюркского чак-чака. Что-то такое сладкое блюдо. Его обжаривают в духовке, в печи, вернее, а потом поливают маслом. Но, к сожалению, вот этот вот обряд вещачком моления ни разу еще в моей практике не получался целиком и полностью. Все какие-то условия мешали. То пленка рвалась, то вдруг кадр попадал, то вдруг пленка засвечивается, и то вдруг магнитофон свет выключается. И в данном случае тоже у нас не получилось заснять это со звуком. Пленка почему-то порвалась в самый такой трудный момент. Но вы же можете сказать, наверное, Ирина Муртазовна, о чем говорит он? О чем просит Бога? Он говорит очень тихо. И просит, как я поняла от Бога, здоровья себе и всей семье, здоровья и урожай на будущий год. То, что я смогла там услышать, когда стояла рядом. А это уже за столом собрались родственники по линии отца, главы семейства. То есть это праздник по линии отца обычно проводят. Собираются или 5, или 6 домов, у кого больше. И вот вначале собираются в одном доме, в самом старший по возрасту. Как видели, кульминацией этого праздника является песня. Собираются за столом и поют песню этого обряда. Затем они ходят из дома в дом. Обычно направление четко было организовано. Если есть река, то против течения реки. То есть вверх поднимается, если реки нет деревни, то по движению солнца, по стрелке. В данном случае они пришли к родственнице, которая живет немножко выше. И там повторяется то же самое. Ритуальное угощение, трапеза за столом. И песня эта не прекращает звучать на протяжении всего дня. Мы до позднего вечера ходили, записывали этот обряд, и, знаете, вся деревня звенела от этой песни. И целый день льется Целый одна и день. та А же раньше мелодия, это да? было даже целую неделю. А если представьте себе мысленно, мы взлетим над Кокмарским районом, то какая огромная многоголосица. В каждой деревне свои песни.
Буквально правильно вот сказано в словах «Арсенулык темак шкает, жлалас баскич выжият». В году приходящая Пасха звенит на ступеньках. Вот, кстати, вот они ступеньки, на ступеньках дома. Эти ступеньки тоже играют свою роль в этом обряде. Недаром их слова говорят. Песни об этом. Вот те же самые абсолютно блюда. Это пларня, чик-чигей. Крашеные яйца почему-то в этот раз не делали, но обычно яйца красят. И самое главное блюдо – акашка джеджик, пасхальный гусь. Гусь обряда акашка. И звучат те же самые песни. Большая роль обрядов в передаче от поколения к поколению морально-нравственных норм и социального опыта. Ритуалы, обряды утверждают стабильный стереотип поведения, нормы нравственности и ценностные ориентации. Это одна из специфических форм культуры, в которой проявляются как социальные, так и этнические аспекты.